Ингушетия полностью готова к проведению основного этапа ЕГЭ-2017. Таков краткий итог совещания Юнусбека Евкурова и Сергея Кравцова с директорами школ. В региональной информационной системе зарегистрированы 2610 участников единого госэкзамена. Как прошел подготовительный этап и какие новшества ожидают выпускников школ, расскажет наш корреспондент. До начала совещания Юнусбек Евкуров и Сергей Кравцов лично осмотрели один из пунктов сдачи ЕГЭ, который развернут на базе реконструированной 11-й школы Насыркорта. Директор учебного заведения подробно доложил о техническом оснащении кабинетов, принципах работы обновленной системы видеонаблюдения. Техника, компьютеры, все у нас соответствует, все в рабочем состоянии, оперативка у нас в рабочем состоянии, материал все у нас готов, и мы готовы. О готовности к проведению основного этапа государственной итоговой аттестации рассказал министр образования и науки Республики Юсуп Костоев. Так, по его словам, на основной этап проведения единого государственного экзамена зарегистрировано 2610 участников. Из них выпускников текущего года 2485. Выпускников среднего профессионального образования 70, выпускников прошлых лет 47. Организовано стопроцентное видеонаблюдение во всех пунктах. Все они оснащены устройствами подавления сигнала сотовой связи. Главная задача – провести единый государственный экзамен максимально прозрачно, объективно и честно. Для проведения ЕГЭ по технологии печати контрольно-измерительного материала в аудитории и сканирования бланков ответов 6 пунктов оснащены сканерами и принтерами. То есть у нас 50% пунктов ЕГЭ уже оснащены технологией печати и сканирования бланков. Внедрение новых технологий позволит минимизировать человеческий фактор при проведении ЕГЭ, исключить несанкционированный доступ к экзаменационным материалам. В 50% пунктов проведения экзамена установлены IP-камеры, отличающиеся высоким качеством изображения и широким углом обзора, позволяющие охватить всю аудиторию. То есть уже в 50% пунктов мы ликвидировали такое понятие, как мертвая зона. Организован отдельный пункт проверки заданий. Работа конфликтной комиссии и рассмотрение апелляций будет осуществляться на базе Института повышения квалификации. При Министерстве образования и науки Республики Ингушетия организован ситуационный центр, на базе которого в ежедневном онлайн-режиме будут работать кураторы и общественные наблюдатели. 17 мая у нас прошло вот такое, в этом же составе у нас с вами было крупное совещание. И я вам тогда сказал, и сейчас у нас еще неделя впереди, прошу еще раз провести родительские собрания, обращаться и к выпускникам, и родителям, что в этом ситуационном центре родители могут прийти прямо к нам в Министерство образования на 3-м этаже, большой ситуационный центр, они прямо там могут наблюдать, как их сын или дочь сдают ЕГЭ. Сергей Кравцов рассказал, что сегодня во всех школах страны созданы одинаковые условия для всех учащихся. Самый главный девиз – это объективность. По словам главы Рособорнадзора, в первую очередь регионы должны заботиться о прозрачности ЕГЭ. Сегодня под руководством главы республики проведено большое совещание, подготовительное уже к основной волне, которая начнется 29 мая. Я еще раз хочу напомнить, что принципиальных, серьезных изменений по сравнению с прошлым годом нет. Минимальное количество баллов, которые нужно набрать для получения аттестата по русскому языку, 24 балла, и сдать базовую математику. Поэтому здесь не должно быть стремления всех получить высокий результат. Здесь должно быть стремление к тому, чтобы честно сдать единый государственный экзамен, показать свои результаты и поступить либо в учреждение среднего профессионального образования, либо в учреждение высшего профессионального образования. И напомню, что сохраняется возможность, завершив среднее профессиональное образование, получив рабочую специальность, потом при необходимости поступать в высшее учебное заведение без единого государственного экзамена. Выступая перед директорами школ республики, глава Ингушетии отметил, что встреча позволяет обсудить все плюсы и минусы прошедших экзаменов и решить те задачи, с которыми они будут сталкиваться в этом году, чтобы провести ЕГЭ максимально качественно и организованно. Конечно, это и организация дополнительного образования, часть ЕГЭ тоже по рекомендации Рособорнадзора мы внедрили еще 2 года назад, и он сегодня успешно работает. Это дополнительно бесплатная подготовка, если необходимость в этом есть, по заявке родителей после занятий основных занятий в школах, чтобы родители не тратили деньги на репетиторов и так далее.
Это, опять же, те требования и подготовка наших и учителей, педагогов в течение образовательного периода в Институте квалификации и подготовки педагогов, где мы дополнительно по единому государственному экзамену, по организации по проведению единого государственного экзамена, дополнительно проводим там тоже свои лекции и обучение. И, опять же, упор, то, что мы внедрили в практику, контроль детей уже из 4 класса, и с 6 класса, и с 8 класса, и ГИА, тем более, там, который мы проводим в 9 классе, после 9 класса. То есть вот эти вещи, которые там базовые, которые в последующем нам дают возможность оценить. По итогам ЕГЭ будет рассматриваться эффективность деятельности директоров школ, педагогов и приняты решения о премировании за высокие результаты госэкзамена. Ну а те, у кого будут самые низкие баллы, педагоги будут проходить аттестацию. Один из таких факторов – это требования с педагогов. И сегодня я об этом тоже сказал. По итогам вот этих всех этапов мы разбираем педагогов, почему у них хуже или у других лучше. И сравнительный анализ, в том числе с регионами не только Северного Кавказа, но и с другими регионами России. Вот этот комплекс мер сегодня позволяет в том числе наказание вплоть до увольнения тех, кто допустил нарушения. Вот в этом году мы сделаем особый анализ по всем директорам школ, по педагогам, которые и привяжем, если, например, мы же эту практику тоже внедрили, если мы получаем какое-то определенное там ходатайство о награждении, о поощрении, в том числе заслуженным учителем, там еще каким-то званием учителя, педагога, мы обязательно будем смотреть последние 3 года сдачи единого государственного экзамена его класса, педагога вот этого конкретно. Ну и в прошлом году мы ввели такую хорошую практику, и по докладу Министерства образования оно тоже имеет свои результаты. Когда мы посмотрели, у нас там получалось по информатике, по ряду предметов вообще был провал. И те, кто отвечает в Минобразовании, тех, кто отвечает непосредственно в школах, мы с ними, с этими людьми проводили методические определенные занятия. И второе, в этом году будем более жестко с них спрашивать тоже, почему по их линии провалы. То есть именно концентрация внимания на тех болевых точках, где у нас есть определенные провалы, и наоборот ставить пример там, где есть рост и показатели, вот это как раз есть те вещи, которые мы делаем для того, чтобы более качественно и подготовиться сдать ЕГЭ. Объективное проведение единого госэкзамена и профориентационных мероприятий позволило властям Ингушетии увеличить число выпускников школ, выбирающих востребованные профессии. Сегодня детям легче для того, чтобы все-таки достичь уровня хотя бы аттестационного, чтобы они могли поступить там, в средние специальные учреждения. И опять же, если сказать в заключение, то мы создали для вот таких людей, которые не могут поступить в вузы, ну, чтобы они дальше могли бы получать образование, создали более 900, а более даже 1000 дополнительных мест в системе среднего профессионального образования. И они у нас сейчас там, в различных колледжах дополнительное образование получают. Юнусбек Евкуров подчеркнул, что в 2016 году ЕГЭ прошел максимально объективно. Важно и в этом году подтвердить этот уровень. Как и в прошлом году, нужно в число общественных наблюдателей на пунктах приема экзаменов включить представителей общественных и молодежных организаций. Хади Добрева, Хусейн Гагиев, Рахман Цуров, Рамазан Ахильгов, Новости 24.